братьев Талдиевых утро начинается не с кофе. В привычном для себя графике Мухаммед и Ахмед уже на протяжении 3 лет спешат на тренировку. Как и для многих спортсменов, для них день начинается в спортзале. Тренировочный процесс у этих ребят проходит поэтапно. Под чутким руководством отца и тренера по совместительству утренняя отработка у братьев Талдиевых начинается в новом зале, где для них созданы все необходимые условия как для тяжелых, так и для легких тренировок. 9 марта мы открыли зал. Мы в большей степени открывали чисто для себя, для своих индивидуальных тренировок. Бывали моменты, что в других залах как-то все нюансы, все аспекты, которые были у меня в голове, не получалось доводить до них. Поэтому я подумал так, что если вдруг и наши жители нашей республики, им понадобится индивидуальная работа, чтобы они могли тренироваться, чтобы и мы могли тренироваться в любое время, удобное для себя время. Вот с такими целями мы открыли этот зал, и вроде бы пока функционирует. Конечно, тут самое главное, очень много мотивации. Мы сами максималисты, амбициозные, у нас цели очень высокие, поэтому все условия, все соблюдено для занятий дзюдо, для растяжки, для гимнастики, для кроссфита, кардиотренировка, функциональная тренировка, все, что необходимо для достижения высоких результатов. Именно я как родитель, не как тренер, не как организатор, не как владелец зала, клуба, а как родитель подошел к всем этим вопросам, потому что я, как никто другой, знаю, что необходимо именно для достижения результатов, именно таких высоких результатов. Я могу объяснить любому родителю, любому желающему, что и как нужно сделать по питанию, по режиму дня, по тренировкам, как, что. Так что здесь все есть. Спортивный клуб «Адамас» начал функционировать всего несколько недель назад и активно ведет набор желающих тренироваться в комфортных условиях. На сегодняшний день спортклуб посещает начинающие спортсмены в 3 сменах. С 9 до 11 есть одна группа, с этой группой, начальная группа, там ребята ходят от 6 лет, могут заниматься. С ними работает Видижев Михаил. И вечером, после обеда у нас тренировка, еще одна группа с 4 до 6. Там тоже есть, тоже Михаил с ними работает, а я работаю с ними с 6 до 8, бывает до 9 доходит, так. Я должен стать самым молодым олимпийским чемпионом. Такую цель перед собой поставил Мухаммед Талдиев еще в 8-летнем возрасте. Наблюдая за схватками ингушского танка, сразу видно, что парень настроен весьма серьезно и не намерен бросать слова на ветер.
Сейчас Мухаммаду 10 лет, и по меркам профессионального спорта наш земляк показывает очень высокий уровень борьбы. Только за прошедший год юный дзюдоист из Ингушетии принял участие в 25 международных турнирах, где завоевал в общей сложности 22 золотые медали. Стоит отметить и тот факт, что Мухаммад боролся в 4 возрастных категориях, где в полной мере сумел проявить себя. Мухаммад, расскажи про соревнования, в которых ты участвовал в 2019 году. Сколько у тебя было стартов? 25 стартов, 2 бронзы, 1 серебра. И остальные все золотые медали, да? Да. А какие соревнования были самые сложные для тебя? В Калининграде я боролся там в 4 возрастных группах. Самое сложное было до 17 лет, старше меня 7 лет они были. Вот насколько сложны были твои соперники в возрастной категории до 17 лет? Все были сложные? Да. Сколько у тебя там схваток было? 3. Нет, 4-3. Самый сложный схват? За выход в финал. Мухаммад, расскажи, сколько у тебя времени ушло на подготовку к этим соревнованиям? Все-таки 25 соревнований – это очень много. Я готовился 3 тренировок в день, 6 дней в неделю, 10 недель. В общем, 10 тренировок в общем. Мухаммад, эти соревнования уже позади. Расскажи, как ты готовишься к новым соревнованиям, сколько у тебя тренировок, как расписана твоя неделя? После этих соревнований я чуть-чуть отдыхал, потом начал тренироваться. А сколько у тебя теперь тренировок в неделю бывает? В неделю 10 тренировок. Сложные тренировки? Да. Какая тренировка самая сложная для тебя? Все. Все сложные, да? Да. На каждом турнире Мухаммада сопровождает его старший брат Ахмед Талдиев. После небольшой травмы и долгого лечения Ахмед все-таки сумел грамотно подготовиться и снова выйти на татами. Выступив на 2 турнирах, наш спортсмен завоевал 3 золотые и 1 бронзовую медаль. Стартов и 7 золотых и 3 бронзы. Насколько сложные были турниры и какой турнир ты больше всего запомнил? В Германии детский чемпионат мира. Сколько у тебя там схваток было? 6. Сложные были соперники? Да, конечно. Ты же, насколько я знаю, ты боролся, да, в нескольких возрастных категориях, да? Да. Я первый раз боролся в 55 килограмм. Сложно было? Да. Мы начали тренировку заново. Первым делом мы должны научиться делать координацию, движения, а потом техника хорошо отработать, и уже потом физическая подготовка. Сегодня у нас техника была. Первым делом мы научиваем учками на подхват. За 10 дней братья Талдиевы приняли участие в 3 турнирах, собрав целый урожай золотых медалей. А для Мухаммада выступление на этих турнирах ознаменовалось новым рекордом – победы в 33 схватках и еще один шаг к заветной цели. Вернемся в спортивный клуб «Адамас», где братья Талдиевы продолжают свой тренировочный процесс. В последнее время на поединках по дзюдо спортсмены используют различные комбинации удушающих и болевых приемов. Именно поэтому отработкам Мухаммад и Ахмед уделяют большое внимание.
Первая стадия тренировочного процесса здесь начинается с отработки захватов. Учикоми – замечательный вид дзюдо и просто необходимо, когда речь идет о технике. Выполняя учикоми, важно обращать внимание на несколько ключевых моментов, а именно место захвата, дистанцию, вход, бросок и скорость, с которой вы это выполняете. Сейчас, на данный момент, мы в большей степени уделяем внимание именно самым вот таким вот мелочам, которые необходимы для выполнения именно броска. Это учикоми, мы ставим его настолько четко, как бы это изучение азбуки, это буква А. Вытягивание руки, там, куда ставить ногу, как подворачиваться, в какую сторону поворачивать голову. Вот именно сейчас у нас идет вот такие вот моменты. Так-то они броски все знают, учикоми знают, все знают, но когда они перейдут в большой спорт, в другую уже лигу, как бы в более профессиональную, там уже эти моменты надо будет, исправлять уже не будет варианта. И именно вот эти моменты будут играть ключевую роль. Когда ты руку не дотянешь до конца, там, если ты оставишь, то тебя могут скрутить и ты проиграешь. То в дзюдо отыграться нету варианта. Технический арсенал в дзюдо включает в себя разделы: техника бросков, удержание, болевые и удушающие приемы. Но самое запоминающееся для зрителей – это, конечно же, зрелищные броски. Мухаммед любит завершать свои схватки досрочно, и поэтому на каждой тренировке старается делать упор на совершенствование бросковой техники. Любой тренировочный процесс должен быть разнообразным. Помимо отработки на татами, Мухаммед Ахмед много времени уделяет и кроссфиту. Здесь ребята выполняют целый ряд различных упражнений, направленных на улучшение выносливости. Кроссфит включает в себя целый ряд упражнений с использованием гантелей, турника, каната и других элементов. Первое упражнение – канаты. Один начинает канат, второй начинает скакалку. Потом меняется. Скакалка идет на гири, канат идет на скакалку. Гири идет на лестницу, с лестницы вот так вот меняетесь на фишки, потом на бордюры и вот так вот 5 кругов. Кроссфит – это то же самое вот, для выносливости, для скоростной выносливости, для скоростной подвижности. Вот именно это очень необходимо. Я всегда был сторонником этого вида спорта, поэтому мы обязательно уделяем этому внимание. Это неотъемлемая часть подготовки хорошего спортсмена. Успех в любом виде спорта приносит спортсмену огромное удовольствие, дает ему почувствовать результат собственного труда и усердия. И чем сложнее и тернистый был этот путь, тем больше будет степень удовлетворения. Братья Талдиевы ежедневно проводят по 2 тренировки.
вечером у нас идет координация, ловкость, мышление, там как реакция. У нас очень разные, разносторонние, очень интересные тренировки проводятся вечером. Обязательно уделяем внимание там гибкости. Пока вот идет вот такая вот тренировка. Силовой тренировки пока у нас нету, времени поджимает, соревнований нету, так что уделяем внимание самым таким вот мелочам. Спортивную карьеру наши герои начали совсем недавно, но за столь короткое время этих парней уже узнают не только в родной республике, но и далеко за ее пределами. Прогрессировать изо дня в день и идти к поставленной цели – вот что движет этими юными спортсменами. Впереди у этих ребят большое количество тренировок, сборов и, конечно же, турниры всероссийского и международного масштаба. Но самая главная цель, которую преследуют братья Талдиевы, это золотые медали на Олимпийских играх 2028 года.